День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Субсидированные авиабилеты для жителей Дальнего Востока. По каким направлениям смогут летать якутяне, а по каким пока нет. Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан, Петропавловск, Хабаровск. Они составили нам очень большую конкуренцию. Дальневосточная ипотека – флагман всех кредитных продуктов республики. Якутяне получили уже более 14 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий. Как раз когда только началась вот эта история с дальневосточной ипотеки, но решили попробовать, будет или не будет. Вакцинация в Якутии продолжается и набирает обороты. Одна из главных задач на сегодня – успеть привить жителей труднодоступных населенных пунктов до наступления паводка. С 8 до 2 ставим первичных, с 2 до 4 мы ставим организованные коллективы, и с 4 до 6 мы ставим повторную вакцинацию, поэтому у нас никогда не бывает столпотворения. Студенты возвращаются за парты. Расскажем, где и как происходит переход на традиционный офлайн режим. Весной у нас в онлайне все было. Индивидуальные занятия тоже онлайн. А вот осенью уже у нас остались в онлайне поточные лекции, как во всех вузах. Внутренний туризм набирает обороты, несмотря на постепенное открытие границ. Правительство готовит очередной пакет мер поддержки отрасли. И когда я впервые приехала туда, у меня был такой шок от того, что как же это все так близко, рядом, так доступно, и мы до сих пор там не были. В Москве прошел премьерный показ фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова, когда жители республики смогут увидеть картину якутского режиссера. Кино, сделанное в Якутии, людьми, которые там живут, сумело отразить жизнь людей, ее населяющих. Вот это и является его уникальным преимуществом. Очень бурное обсуждение на этой неделе вызвало распределение Росавиации квот авиакомпаниям, которые будут осуществлять субсидированные перевозки граждан Дальнего Востока в Центральную Россию. По каким направлениям Якутия получила субсидии и из каких аэропортов региона можно летать по данной программе, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Напомним, в начале этого года правительство страны расширило доступ к льготным авиабилетам. Теперь жители Дальневосточного федерального округа, независимо от своего возраста, могут воспользоваться дополнительными льготными перевозками по маршрутам из Дальнего Востока в центральные города страны и обратно. На эти цели правительство направило 5 миллиардов рублей. Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить вот эту связанность огромной нашей территории. И здесь первый, самый простой вопрос, это, конечно, самое простое решение, это увеличить субсидирование этих перевозок. Вы знаете, что у нас там есть уже решения, были раньше приняты по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Мы будем работать над расширением. При этом льготные перевозки, которые были ранее, тоже сохраняются. Это для молодежи до 23 лет, пенсионерам и инвалидам. Якутск, Санкт-Петербург, Якутск, Москва. Для льготных категорий граждан, которых практически 10% на экономический класс, и данные авиабилеты находятся в продаже, и на них субсидирование распространяется. И вот с 15 февраля авиакомпания «Алроса» открыла продажу субсидированных билетов для граждан Дальнего Востока без ограничения по возрасту по маршруту «Мирный Москва» и «Полярный Москва». Стоимость в одну сторону составляет 8700 рублей. А с 18 февраля авиакомпания «Якутия» начала продажу субсидированных билетов по маршруту «Нерюнгри-Москва». На республике выделены субсидии для 3 маршрутов. Это из Мирного до Москвы, с Полярного до Москвы и с Нерюнгри до Москвы. 2 авиакомпании будут получать субсидии. Это авиакомпания «Алроса» и авиакомпания «Якутия». При этом авиакомпания «Якутия» не получила от Росавиации субсидию на выполнение полетов по маршрутам Якутск-Санкт-Петербург и Якутск-Москва. Что касается Якутска, то по официальному релизу Росавиации, то произошла нехватка
выделенных средств. Напомним, в этом году 6 российских авиакомпаний – это Аэрофлот, С7, Уральские авиалинии, ЮТЭЙР, Якутия и Алроса – получили право осуществлять перевозку пассажиров из Дальневосточного федерального округа в другие города России. Так, по распределенным субсидиям Аэрофлот будет летать из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Авиакомпания ЮТЭЙР из Москвы в Анадырь, Уральские авиалинии из Москвы в Благовещенск, Алроса из Москвы в Мирный и в Полярный, С7 из Москвы в Улан-Удэ. При этом не только авиакомпания Якутии не получила субсидии по заявленным маршрутам. Так, например, авиакомпания С7 получила отказ в запуске субсидируемых рейсов из Москвы в Благовещенск и в Мирный, а Нортавия из Москвы в Улан-Удэ, так как в заявках авиакомпании было указано меньшее количество рейсов, чем у перевозчиков, которые получили возможность осуществления полетов. Также из-за нехватки бюджетных лимитов С7, Уральские авиалинии, Нордвинд не получили квоту на полеты из Москвы в Читу, Якутск и по некоторым рейсам в Санкт-Петербург. Учитывая то, что направления на Дальний Восток, такие как Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан, Петропавловск, Хабаровск, они составили нам очень большую конкуренцию. Там летают большие емкостные самолеты, соответственно, основное субсидирование пошло на эти авиаперелеты. По словам руководителя авиакомпании «Якутия», региональный перевозчик будет совершать полеты по маршруту Нерюнгри-Москва до закрытия аэропорта города Нерюнгри на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Далее вопрос, будет ли возможность авиакомпании «Якутия» совершать полеты по данному маршруту в период реконструкции, неизвестно. Мы ждем плана реконструкции. Если четко будет обозначена реконструкция аэропорта с такого-то периода по такой-то, мы будем принимать решение, на каком типе мы будем летать туда или вообще будем выполнять рейсы. Потому что мы полностью зависим от, будем так говорить, от информации уполномоченных органов, которые занимаются реконструкцией. Между тем, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства и сама авиакомпания «Якутия» проводят переговоры с Росавиацией, чтобы получить дополнительные квоты на перевозку жителей республики по маршрутам Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург. Мы сейчас ведем переговоры с Росавиацией. Я думаю, что нам удастся получить еще дополнительное субсидирование. Это не окончательное решение данного вопроса, поэтому я считаю, что никакой трагедии нет. На сегодняшний день мы, рассмотрев все документы, подали соответствующие обращения в адрес правительства Российской Федерации, ответственные министерства, ведомства, Минтранс, Росавиацию. И в ближайшее время планируется рабочая встреча, где будем обсуждать, соответственно, субсидирование маршрутов из Якутска до Москвы, Санкт-Петербурга. А пока только из Мирного, Полярного и города Нерюнгри можно совершать полеты по новым субсидированным программам. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Ну а нам остается надеяться и верить, что все переговоры на федеральном уровне разрешат эту ситуацию, и жители республики все-таки смогут совершать перелеты из аэропортов Мирного и Якутска. А много на этой неделе появлялось сообщений, что программу льготной ипотеки имеет смысл закрыть в ряде регионов, так как она перестает выполнять свою основную социальную функцию и становится инструментом инвестиций. Несмотря на стремительное повышение цены на недвижимость, 2% дальневосточная ипотека для большинства молодых семей остается единственной возможностью обзавестись собственным жильем. Якутяне заключили более 3000 договоров на общую сумму 14 миллиардов рублей. Виктория Федорова расскажет далее. Давняя мечта обрести свои заветные квадратные метры у семьи Зарубиных наконец-то исполнилась. Вот уже месяц хозяйка квартиры занята приятными хлопотами, ремонтом и обустройством. На протяжении 5 лет они были вынуждены жить у родственников. Но проблему решила дальневосточная ипотека. Льготный займ по 2% годовых. Как раз когда только началась эта история с дальневосточной ипотеки, решили попробовать, будет или не будет. Поэтому созвонились со знакомым риэлтором. Как раз-таки обсудили этот момент вообще, как происходит, и решили попробовать подать документы. То есть я тут уже смотреть. Если одобрят ипотеку, то выбирать. Видимо, было заявок много, и одобрения пришли только в конце января. И пришли сразу всем почти, поэтому квартиры тогда разлетелись как пирожки. Мы пока ехали за полчаса с центра до этого дома, чтобы посмотреть квартиру, когда были выборы этажей, оставалась как раз-таки одна квартира на 9 этаже. У нас она распашонка идет 53 квадрата.
принципе, нас устраивает. Купили с минимальным первоначальным взносом. Заранее отложили деньги на ремонт. К покупке семья готовилась основательно. Главное условие – развитая рядом инфраструктура. 5 минут в лучшем случае. По спокойным прогулочным шагам ты дошел, у тебя все автобусы, которые едут в разные части. Ну, ипотека у нас максимальный срок 20 лет. Ну и по сумме он выходит, как по сути, то, что ты снимаешь квартиру. Такую же двухкомнатную. То есть твой платеж равен к аренде, но ты, получается, платишь за свою квартиру уже. Льготное ипотечное кредитование по сей день остается востребованной среди населения региона. Не уменьшается и число молодых семей, которые берут дальневосточную ипотеку. Значительно вырос спрос на рынке первичного жилья. Однако действие ипотеки спровоцировало рост цен на недвижимость. Стоимость квадратного метра жилья в этом году в Якутии составила около 106,5 тысяч рублей. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На повышение цены повлияло несколько факторов. Это и новые правила привлечения средств граждан-участников долевого строительства, отсутствие земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. И это еще не все. Это ограничения, которые были введены в связи с принятием или как постановкой на кадастровый учет зон при аэродромных территориях. Соответственно, те жилые объекты, которые там расположены, или те территории, которые расположены в данной зоне, они ограничены в настоящий момент по строительству, но в то же время нами принимается определенная работа и совместно с федеральными органами для того, чтобы эти ограничения снять. Еще одной причиной роста цен стало увеличение стоимости строительства. Застройщики отмечают рост затрат на материалы, вызванный снижением курса рубля, что входит в себестоимость 1 квадратного метра. Основная доля – это строительные материалы, сама коробка здания, стоимость земли под застройку жилого дома, либо это земля, которая выкупается у собственника, либо земля муниципальная, которая идет в аренду через аукцион. Вот. Затем, значит, также сейчас в себестоимость квадратного метра входят проценты за проектное финансирование, которое по 214 ФЗ строитель обязан привлекать при строительстве многоквартирного жилого дома. Во избежание дальнейшего роста цены на недвижимость Министерство строительства республики намерено стимулировать жилищную инфраструктуру. Главное – учитывать все составляющие, считают в ведомстве, а именно сохранить спрос и следить за адекватной стоимостью квадратного метра. То есть мы планируем развивать комплексное развитие, комплексную застройку территории. Это в первую очередь воинская часть. Это территория, где предполагается строительство более 60 многоквартирных жилых домов, и реализация этого проекта должна быть начата в этом году. Общая площадь жилищного фонда, который будет построен, это около 300 тысяч квадратных метров. Следующая территория, которая предполагается под застройку, находится в Нерюнгринском районе. Также реализация планируется начать в этом году. И кроме многоэтажного жилищного строительства, мы планируем развивать территории, на которых будет строиться индивидуальное жилищное строительство. Пока дальневосточная ипотека для многих молодых семей региона остается более выгодной по сравнению с среднерыночными ставками. В ближайшем будущем ее параметры могут скорректировать. Все зависит от того, как она будет работать дальше. Сейчас главными условиями при покупке квартиры остаются возраст до 35 лет. Также претендовать на жилищный кредит могут участники федеральной программы «Дальневосточный гектар». Для них возрастных ограничений нет. Еще одно условие – первоначальный взнос. Сначала это было 20% от основной суммы, но затем снизили его до 15%. Причем оплатить этот взнос можно за счет материнского капитала. Виктория Федорова, Семен Семенов. День за днем. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Вакцинация в республике продолжается. Новые партии препарата доставлены в столицу региона. Заболеваемость COVID-19 снижается, но врачи-реаниматологи продолжают спасать жизни в красной зоне. Мы продолжаем. Минздрав республики опроверг сообщение о том, что в поликлинике номер 3 Якутска люди не могут получить второй компонент вакцины от коронавируса. Такая информация распространилась в мессенджерах. Для всех пациентов, получивших первую дозу вакцины, гарантированно имеется второй компонент.
Отмечается, что на сегодня в республику поступило всего 49 712 доз вакцины. Последняя на данный момент поставка 7300 доз была совершена 17 февраля. В ближайшее время ожидается поступление очередной партии в количестве 5000 доз. Вакцинация против коронавируса проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов, а также созданы 110 мобильных бригад. Количество задействованных медицинских работников составляет 570 человек. Глава республики Айсен Николаев на этой неделе получил второй компонент вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». Напомню, первый компонент ему ввели в январе. Вакцинация прошла в медицинском центре Якутска. Айсен Николаев поделился своими ощущениями после первой и второй прививки, при этом добавив, что в целом массовая вакцинация в Якутии идет активными темпами. Как самочувствие? Нет, самочувствие хорошее. И первый раз было после прививки все хорошо. Ну и сейчас, я думаю, тоже так же будет. Очень надеюсь. Ну а в целом вообще как идет этап массовой вакцинации у нас в регионе? Ну, вакцинация у нас в регионе идет очень активно. Первая партия, которая у нас была по 27 тысяч доз вакцины, она закончилась. Сейчас поступило новые 15 тысяч. Вот с сегодняшнего дня уже активно стали ставить. Ну а вторую дозу у нас, если не ошибаюсь, уже порядка свыше 7 тысяч человек получило. Ну и сейчас тоже с каждым днем больше. По темпам вообще на 100 тысяч населения мы занимаем на сегодняшний день 9-е место в стране. Тоже считаю хороший показатель. Вот. Во многих районах запись уже достаточно большая сделана. Ну и, конечно, в первую очередь лица пожилого возраста, лица с хроническими заболеваниями должны получать. Мы вот призываем, чтобы они активнее записывались и вакцину получали. Напомним, массовая прививочная кампания в регионе началась в январе. Ульяна Шагина подробнее о ходе вакцинации населения республики. Петр Егоров провакцинировался в числе первых еще 2 недели назад. Перед походом в поликлинику проштудировал интернет, но так и не нашел причин для отказа. А наоборот, даже появилась мотивация к вакцинации. На меня произвело впечатление вот такая история. Например, возьмите монету и подкиньте ее 3 раза. Если у вас 3 раза выпадет орел, вы не заболеете коронавирусом. А если 1 раз выпадет решка, то вы заболеете или вакцинируетесь. Вот это на меня произвело впечатление. Я думал, что 3 раза орел у меня не выпадет. Наверное, лучше вакцинироваться. Все население ждет 2 варианта. Или переболеет, или вакцинируется. И не переболеет, там говорили где-то очень мало процентов, и вряд ли вы попадете в этот процент, поэтому лучше вакцинироваться, чем переболеть. Вакцинация в поликлинике республиканской больницы номер 3 началась по графику в январе месяце. После первого этапа люди записываются и на вакцинацию второго компонента. Таким образом, за месяц привили уже порядка 2500 граждан. Стараемся прививать по специфике нашей больницы граждан старшего поколения, старше 60 лет. И, конечно, старческого гериатрического возраста, 75 лет. Так, сегодня, значит, задействованы 6 бригад прививочных. По региону первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 26 тысяч граждан. Это 2,7% населения. Между тем начали вакцинировать и вторым компонентом. Узкие специалисты в поликлиниках уже начали принимать. Чтобы избежать столпотворения, прием к врачам, в том числе и на вакцинацию, только по предварительной записи через колл-центр либо портал госуслуг. У нас сейчас новая программа ПОС. Мы следим за этим. Когда вакцина поступает, мы эти заявки обрабатываем, назначаем время, дату и пишем им госуслуги. Им приходит сообщение в госуслугах именно, и уже там будет написано, какого числа, какую больницу, адрес, и все написано, какие документы взять с собой. Только в этой поликлинике на вакцинацию в день приходят примерно 70 человек. Кроме того, организуются выезды и в прикрепленные организации. Возле процедурных, а их здесь 3, также спокойно заходят по очереди. Ну вообще какой-то страх был перед тем, как получить?
Как обычную вакцинацию принял? Профилактику прежде всего. В медицинском центре города Якутска, чтобы избежать скопления людей, вакцинацию против ковида разделили по времени. Кроме того, часть работы по вакцинации взяли на себя и выездные бригады врачей. У нас график работы такой. Мы с 8 до 2 ставим первичных, с 2 до 4 мы ставим организованные коллективы, и с 4 до 6 мы ставим повторную вакцинацию, поэтому у нас никогда не бывает столпотворения. И плюс у нас, допустим, сегодня выехало 4 бригады выездные. Одна бригада поехала в Гнагрыз, одна поехала по ПТУ-16, и вот так вот в садик поехали. И вот так у нас врачи с медсестрами выезжают и активно вакцинируют население. В столичной поликлинике номер 1 вакцинация также проходит активными темпами. Если первым компонентом вакцины уже привили порядка 2500 граждан, то вторым более 600. Первую партию вакцины ГАМ-ковид-ВАК мы получили 10 декабря 2020 года. И уже с тех пор начали активно прививать. По окончании вакцинации у нас получают такой сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции в таком виде. Кроме того, так называемый вакцинный паспорт с QR-кодом можно получить и в личном кабинете на сайте Госуслуг. Пока он работает только в качестве замены бумажного сертификата и только подтверждает факт вакцинации гражданина. Дальнейшее его применение сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Между тем, столичные поликлиники еще в начале недели получили очередную партию однодозной вакцины ГАМ-ковид-ВАК или «Спутник-Ви». Она хранится при температуре не выше 18 градусов и доставляется в медучреждения в термонаклейках. Затем уже помещается в морозильные камеры, специально закупленные медорганизациями. Различие однодозной вакцины от пятидозной в удобстве. То есть не нужно приглашать по 5 человек, как раньше, чтобы использовать флакон. Всего в регион поступило более 15 тысяч доз. После маркировки коробки с препаратом направят и в региональные медицинские учреждения. Вся партия проверена на температурный режим. И после маркировки будет доставлена в медицинские организации республики. Напомним, маркировка является обязательной процедурой, с помощью которой идет учет и отслеживание препарата по специализированной системе. Сейчас поставлена главная задача – успеть привить жителей труднодоступных населенных пунктов до наступления паводка. Всего в прививочной кампании задействовано более 500 медицинских работников, 150 прививочных пунктов и 110 мобильных бригад. Ульяна Шагина, Якутия, день за днем. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отделения реанимации работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно врачи-реаниматологи борются за жизнь пациентов красной зоны. В реанимации находятся самые тяжелые из них, нуждающиеся в кислородной поддержке, аппаратном дыхании, у которых не только ковидная пневмония, но и другие заболевания. Подробности расскажет Полина Долинская. Заведующая отделением пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Барашкова в 7:30 утра уже на рабочем месте. Когда закончится ее рабочий день, она и сама не знает. На ее попечении пациенты, которые имеют не только ковидную пневмонию, но и сердечно-сосудистые заболевания. Каждого нужно осмотреть, понять, помогает ли лечение, сделать новое назначение. Анализом вроде воспаления крови нет, и тоже нет. КРБ 27. Количество тяжелых пациентов у нас не снижается. То есть реанимационное отделение у нас не разгружается. Пациенты к нам поступают, с поликлиник города Якутска, также с инфекционных стационаров. И с улусов очень тяжелые пациенты переводятся по санрейсу. Каждую неделю у нас до 10 больных переводятся именно с улусов нашей республики. За время дежурства врачи делают по несколько заходов в красную зону от 3 до 4 часов. Работают, как положено, в защитном костюме, бахилах, маске и перчатках. Медики уже разработали свои лайфхаки. Чтобы не запотевали очки, натирают их хозяйственным мылом. А чтобы не спадали бахилы, приматывают их скотчем. После смены придерживаются правил безопасности при снятии СИЗов. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекции, отделение реанимации работает в режиме повышенной готовности. Здесь находятся пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и аппаратном дыхании. Реанимация работает, скажем, очень напряженно, потому что очень тяжелые больные поступают. Все КТ-4-3, а за ними только нужен уход и глаз. И каждый раз менять лечение. Если мы пропустим какое-то время, это плоховато. Поэтому они не отходят.
все врачи находятся все время там. Сергей Александрович был доставлен в отделение реанимации специальным рейсом из Батагая в тяжелом состоянии. Поражение легких составляло около 80%. Доктора практически боролись за его жизнь. И спустя 18 дней болезнь отступила. Еще мне нужно проходить реабилитацию, дальше лечиться. Вот жду выписки. А на выписку вас когда готовят? Сегодня. Сегодня у меня выписывают, и там все будет сказано, какие еще лекарства мне пить и как дальше. Врачи надеются, что весной в инфекционных госпиталях станет меньше работы. К тому времени переболевшие и те, кто получил вакцину от COVID-19, должны сформировать иммунную прослойку. И тогда вирус отступит. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем музей Мамонта и Новосибирский вектор займутся исследованиями в области изучения полиовирусов. Именно этот научный центр ведет мониторинг различных инфекций и активно работает с материалом для эпидемиологических исследований не только в России, но и других стран мира. Пробы для дальнейшей научной работы будут взяты у 20 различных видов мамонтовой фауны. Некоторые находятся в музее Мамонта. Эти исследования являются уникальными в своем роде, а итоги могут внести значительный вклад в развитие вирусологии как науки. В рамках совместного соглашения между СВФУ и Новосибирским вектором в музее Мамонта начался первый этап исследований в области полиовирусов. Ученые будут отбирать пробу 20 разных видов мамонтовой фауны, чтобы понять эволюцию вирусов. В будущем мы сможем более эффективно проводить противоэпидемическую, то есть эпидемическую работу и, соответственно, понимать все вот эти эпидемические потенциалы, различных инфекционных агентов, как это может развиваться, как это может влиять на население. Работа проводится исключительно в средствах индивидуальной защиты, в очках и масках. Здесь требуется предельная аккуратность. После обработки одного экспоната лабораторный стол пылесосят и заменяют полиэтиленовую защиту. Это делается для того, чтобы исключить попадание частиц на другое животное. Пробы же отбираются с помощью дрели со специальной насадкой. Отверстие или керн проделывается прямо на теле ископаемого, из которого берется образец мягких тканей для дальнейшего исследования. После этого идут стандартные молекулярно-биологические методы, то есть выделение суммарных нуклеиновых кислот, в дальнейшем полногеномное секвенирование, с помощью которого мы сможем получить данные по всему биоразнообразию микроорганизмов в пробе, и после этого следует биоинформатический анализ. Связь найденных ископаемых и вирусов не случайна. Как отмечают специалисты, ее как раз-таки нужно искать в прошлом, чтобы разгадать тайну эволюции. К примеру, у верхоянской лошади. Это представитель мамонтовой фауны, ленская лошадь, обнаруженная в Верхоянском районе в 2009 году. Абсолютный возраст находки 4450 лет. Ценность для науки заключается в том, что расшифрован был полный ядерный геном, благодаря чему узнали историю происхождения современной якутской лошади. Кроме того, образцы мягких тканей взяли у зайцеобразных, птиц, грызунов и у других животных мамонтовой фауны, в том числе из ноги известного малоляховского мамонта возрастом 28 тысяч лет. Кстати, этот найденный экспонат также является уникальным, и не только возрастом. Мамонт с кровью – именно такое определение дали этой самке мамонта, так как во время раскопки, когда один из участников ударил киркой, из мамонта потекла жидкость красного цвета. И мы это как раз все зафиксировали на видеокамеру, поэтому вот после этого пошло, дали название «Мамонт с кровью». Это была действительно кровь, там были обнаружены клетки крови, как эритроциты или лейкоциты. Сегодня все эти найденные экспонаты хранятся в специальном криохранилище. Это холодильник, где постоянно выдерживается определенная температура – минус 18 градусов, предназначенная для длительного хранения. Холодильник представляет собой контейнер, и при температуре минус 16, минус 18 градусов хранятся наши экспонаты. И мы говорим о них как о замороженных экспонатах. На самом деле, конечно, они подвергаются определенной сублимации, высыхают, как это бывает с мягкими тканями, но тем не менее это пока единственное
место, где хранятся наши замороженные экспонаты. Не секрет, что музей Мамонта и Центр вирусологии «Вектор» сотрудничают не в первый год. С образцами музея они работали и в конце 90-х годов. А так как глобальное потепление климата напрямую влияет и на увеличивающееся количество найденных ископаемых, да и современные лабораторные технологии не стоят на месте, это отличная возможность двух лабораторий восстановить утерянные связи. Сейчас уровень наших институтов российских очень высок. На самом деле мы не знаем, каких высот достигли наши институты, и поэтому нам гораздо важнее во времена вот этих вот неспокойное время развивать именно горизонтальные связи и работать со своими специалистами. Пока проект пилотный. Вместе с тем его итоги могут стать сенсационными. И в первую очередь в изучении эволюционирования различных вирусов, в том числе и COVID-19. В эти дни отобранные материалы в специальных колбах уедут в Новосибирск. Первые результаты будут известны уже в течение месяца. Агафья Гоголева, Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас снова небольшая пауза, не переключайтесь, смотрите далее в нашей программе. Студенты возвращаются за парты, к очному обучению постепенно переходят вузы и СУЗы по всей стране. Премьерный показ фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова прошел в Москве. Мы продолжаем. Власти Якутска планируют строительство 95 километров волоконно-оптической линии связи в сторону села Хатасы с охватом распределительной сетью более 2900 домохозяйств и 249 километров ВОЛС в северном направлении с охватом 15 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил начальник управления внедрения информационных технологий и муниципальных услуг окружной администрации города Якутска Алексей Семенов. По его словам, на сегодня завершена разработка проектно-сметной документации для строительства высокоскоростных линий связи в микрорайонах Марха и Сатал. Начато подготовительное обследование трассы в Хатасском наследии. Как практика показала, когда мы начали обучаться на дистанционном обучении, у некоторых семей детей не было доступа к интернету. И вот мы очень обрадовались, когда в мае у нас будет доступ к высокоскоростному интернету, и все проблемы, которые сейчас выявились, надеюсь, все это решатся. На сегодняшний день из 42 учреждений среднепрофессионального образования республики 37 перешли на очно-дистанционный формат. За парты студенты садятся под группами до 15 человек путем чередования. В смешанной форме обучаются более 20 300 молодых людей. А в Арктическом колледже «Севера» и Якутской балетной школе весь процесс обучения организован в традиционной очной модели. Но в связи с эпидобстановкой 3 СУЗа, где обучаются около 700 человек, все же находятся на дистанционном формате обучения. По информации Минобразования региона, заселение студентов в общежитиях осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья. В общежитие вернулись уже порядка 1200 человек. Основная масса у нас работает в смешанном формате. Здесь у нас применяется дифференцированный подход. Это разделение группы на 2 части, не более 15 человек, где половина группы обучается в очном формате, половина группы дистанционно. Производственная практика и вообще практическая часть обучения, оно предполагает обязательно очный формат обучения, то здесь мы приглашаем наших студентов для освоения вот этой программы, и поэтапно мы выходим уже на очный формат обучения. Занятиям вернулись и студенты Намского педагогического колледжа имени Ильи Винокурова. Пока это студенты из Намского района, остальные учатся дистанционно. Далее ребят будут приглашать в стены родного заведения поэтапно. С 1 марта это будут совершеннолетние студенты 1-го курса, которые дали согласие на очное обучение и которые имеют прививки или справки о наличии антител. Далее, если эпидобстановка в республике улучшится, на очное обучение с 1 апреля пригласят 2-й и 3-й курсы. Ну а выпускники продолжат обучаться очно с 17 мая после прохождения преддипломной практики. С 1 марта планируем пригласить первые курсы только совершеннолетних из других вузов республики. Мы их планируем заселить в наше общежитие каменное. Там созданы все необходимые условия с соблюдением всех санитарных норм. Всем студентам, которые желают заселиться в наше общежитие, мы рекомендуем сдать анализ на наличие антител ИФА
или же получить вакцинацию. А в Алданском политехникуме во втором семестре число очных групп увеличилось на 3. В рамках договора о сетевом взаимодействии в Алдане со второго курса продолжают обучение студенты из Якутской Нюрбы. Как осваивают навыки будущие сварщики, автомеханики и экскаваторщики, узнала Татьяна Вахнина. Будущие механики изучают текущий ремонт автомобиля. Сейчас им предстоит рассчитать процент трудоемкости различных видов работ. Студенты-второкурсники – новички в Алданском политехникуме. До недавнего времени они являлись учащимися Якутского индустриального педагогического колледжа. Столь массовый перевод второкурсников был осуществлен в рамках сетевого взаимодействия между якутским и алданским среднеспециальными учебными заведениями. Да, воспринимать информацию, я думаю, что на среднем уровне, наверное, как в принципе и все обучающиеся именно второго курса по данной специальности. Слушают внимательно, в принципе. Многие ребята уже подкованы в плане именно спецпредметов, именно что касается устройства автомобиля, технического обслуживания и ремонта. Ребята, осваивающие технологии сварочного производства, разбирают ошибки самостоятельной работы. Они, как и механики, приступили к очному обучению в Алданском политехникуме 3 недели назад. Ранее также обучались на базе Якутского индустриального педагогического колледжа. Алдан город небольшой, но большое производственное место, где добывают золото и всякие нужные вещи. Техникум хороший. В Якутском индустриальном педагогическом колледже студенты изучали общие дисциплины, а специальные предметы осваивали теоретически. Со второго курса упор делается на практическое обучение. Базу профессиональных навыков ребята будут формировать в Алданском политехникуме. По сетевому взаимодействию мы работаем с 3 образовательными учреждениями по 3 специальностям. 2 учреждения и специальности – это город Якутск, и еще у нас есть из Нюрбинского техникума. Во втором семестре 2020-2021 учебного года к занятиям в Алданском политехникуме, кроме будущих механиков и сварщиков, приступила группа машинистов открытых горных работ. Будущие экскаваторщики начинали обучение в Нюрбинском техникуме. Приехав в Алдан, 2 недели студенты учились дистанционно. Теперь с завершением карантина приступают к очному обучению. Во вновь прибывших группах образование получают ребята из разных уголков Якутии. Конечно, первое время были проблемы, потому что от дистанционного обучения они перешли на очную форму обучения. Это тоже одна проблема. Кто не сдавал за первый семестр свои долги, начали пересдавать. Во-вторых, это перемена места. Конечно, языковой барьер тоже был, но в данное время уже все студенты, это уже адаптация языкового барьера прошли, они успешно уже учатся. В планах у руководства Алданского политехникума расширение сетевого взаимодействия со среднеспециальными учебными заведениями Якутии и России. Ожидается, что количество сетевых групп увеличится. Таким вот образом нам создается в целом между образовательными учреждениями создать законченную систему обучения – это раз, а предприятия нашей республики в различных ее уголках обеспечить соответствующими кадрами с соответствующим качеством подготовки. Автоматизация производственных процессов. На эту специальность планируется набор студентов в следующем учебном году. Набор будет осуществляться в рамках договора о сетевом обучении между Алданским политехникумом и Нижнебестякским транспортным техникумом. Смотря на положительный эффект всей этой системы образования, на сегодняшний день появился ряд еще дополнительных предложений и уже обсуждены ряд вопросов, которые позволят область сетевого взаимодействия осуществлять еще с одним образовательным учреждением республики, это с транспортным техникумом, который осуществляет свою деятельность в Бестяхе. Предполагается, что автоматизацию производственных процессов студенты будут изучать на базе 11 классов. Кадры, подготовленные по этой специальности, востребованы в ряде отраслей, в частности, в сельском хозяйстве. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Уже вторую неделю, как вузы Москвы, тоже перешли на тип традиционного офлайн-обучения. С каким настроением они работают и с какими надеждами студенты смотрят на 2021 год. Обзор столичных образовательных учреждений подготовила Айсена Бурнашова.
Студенты заполнили аудитории, лекции и практические занятия теперь в обычном режиме. Двери в мир знаний вновь распахнулись, но с одним условием – соблюдать требования Роспотребнадзора. Масочный режим. Студенты должны носить маски, на занятиях в масках находиться. Преподаватели могут на занятиях быть без маски. Ну, и они же на расстоянии от студентов, все-таки больше 1,5 метра. Кроме этого, у нас во всех аудиториях установлены рециркуляторы воздуха. Московские вузы находились сначала на полной удаленке, затем и полудистанте с марта прошлого года до 8 февраля 2021. Полет нормальный, отмечают в Бауманке. С позитивом о приобретенном опыте говорят и в МИСИСе. Главный технологический университет страны воспринял дистант как проверку на прочность. Мы должны учиться всю жизнь и быстро перехватывать, осваивать новые технологии. Вот это один из таких, скажем, кейсов, которые студентам современным пришлось испытать на себе. И студентам, и преподавателям, и руководству вузов, всем. Хорошей школой адаптации к новым технологиям дистант стал и для творческих специальностей. Например, в именитой Гнесинке в разгар пандемии даже произведения Бетховена и дирижирование преподавали под прицелом камер. Говорят, справились на отлично. В сентябре практические занятия вернулись в академию. Весной у нас в онлайне все было. Индивидуальные занятия тоже онлайн. А вот осенью уже у нас остались в онлайне поточные лекции, ну, как во всех вузах. И у нас очень хорошо это прошло, никто не болел. И мы сумели очень мягко пройти вот этот пандемический период. По такой же схеме работают и в Щепкинском театральном училище. С надеждой на этот год смотрят студенты-якутяне. 23 самородка в 2019 году поступили в именитую Щепку. Для 6-й якутской студии год исключительный. Так, в декабре из-за санитарно-эпидемиологических требований впервые выступление в рамках актерского мастерства прошло без зрителей. Первый семестр у нас был сложный, конечно. У нас много выпало. У нас 2 педагога были на удаленке, и ребята делали вот отрывки, можно сказать, это, в таком вот экранчике. Но, слава богу, это было удивительно, что мы за такой короткий срок сделали очень хороший экзамен. Потрясающе сдали сессию на удаленке, они уехали, и много отличников, совсем нет троечников. Щепкинцы, как и студенты других вузов, рассчитывают, что учеба и дальше пойдет по классическому сценарию. Главное, отмечают ребята, чтобы практика проходила в аудитории. Мастерство актера – такой предмет, который невозможно вогнать в рамки монитора. Мы делаем разные отрывки, показываем свои заявки, разные тренинги делаем. Это очень интересно, очень весело. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Сейчас вновь небольшая пауза. Далее в нашей программе вы увидите. Внутренний туризм растет, несмотря на открытие границ. Даже якутяне открывают для себя новые места в родной республике. В рамках фестиваля якутского кино в Москве прошел премьерный показ фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Мы продолжаем. Автобусы по маршруту из столицы республики в спортивно-развлекательный комплекс «Тихтюр» в Хангаласском районе начали курсировать с сегодняшнего дня, 21 февраля. Об этом на своей странице в Инстаграм еще в начале недели упоминал исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев. Было дано поручение ЕПАКу согласовать с Минтрансом маршрут, и так он начинается с 203-го микрорайона Якутска. Отмечается, что оплата принимается только наличным расчетом, стоимость проезда составляет 150 рублей. Также Григорьев отметил, что идея на создание регулярных рейсов поступила в ходе сбора предложений по улучшению Якутска. В апреле прошлого года туристическую отрасль признали наиболее пострадавшей от последствий пандемии. Однако уже к этому году внутренний туризм стал одним из самых популярных направлений. Так, по официальным данным, по сравнению с 2019 годом количество гостей республики увеличилось на 16,5%. О якутской Зеландии и местной экзотике в материале Саргаланы Неустроевой. Еще в прошлом году закрытие границ и введение ограничительных мер грозило положить конец туристической отрасли не только в республике, но и по всему миру. Так, с марта по август объем отмененных туров и снижение бронирований в сфере выездного туризма составлял 100%. Это более 800 человек ежемесячно. Затем границы открыли, однако теперь взор туристов был обращен на местную альтернативу зарубежному отдыху.
фокус переместился на внутренний туризм. Жители республики начали пользоваться услугами внутренних туроператоров, и прежде всего отдых в Якутии стал на первом месте. Поэтому наши туроператоры пересмотрели свои приоритеты, начали работать как на продвижение, так и на доработку своих турмаршрутов. Якутия действительно, что говорится, непаханное поле в сфере туризма. И несмотря на стремительно развивающуюся политику, направленную на расширение данной сферы, республика по-прежнему широко известна лишь национальным парком Ленские столбы. Какие туристические места вы бы посоветовали приезжим? Может, сами где-то бывали? Вот в период пандемии открыли для себя что-то новое в Якутии? В период пандемии нет. Ну, Ленские столбы, Булус, Курулюк, ну что поблизости есть. Ленские столбы однозначно. И по берегу Сиенские горы, очень красивые. Это не то, что Ленские столбы. Плавайте с горного Улуса, сплавляйте до реки Лена. Ленские столбы, где у нас лед круглый год лежит. О, да. Булус, да. Вот туда прям, это диковинка, я не знаю, для всех приезжих, наверное. К слову, зимний туристический сезон в Ленских столбах стартует уже 21 февраля. В прошлом году он прервался 19 марта, и практически целый год национальный парк был закрыт для посетителей. Опять традиционно мы его ежегодно уже на протяжении нескольких лет открываем. Я думаю, в этом году мы постараемся сделать все возможное и невозможное для того, чтобы те гости и жители нашей республики, которые не смогли посетить нас в прошлом году из-за пандемии, да, в этом году смогли приехать и комфортно у нас отдохнуть. А тем временем в последние несколько лет появилось много энтузиастов, готовых поделиться всеми прелестями местного туристического отдыха. И даже для самих жителей республики их деятельность стала настоящим открытием. Никто и подумать не мог, какие по-настоящему кинематографические пейзажи скрывает Якутия. Я сама из Хандаги, живу в 200 километрах от этих гор, и ни разу до этого не была в горах. То есть всю жизнь там прожила и впервые побывала вот года 4 назад. И когда я впервые приехала туда, у меня был такой шок от того, что как же это все так близко, рядом, так доступно, и мы до сих пор там не были. Сейчас Романна в процессе регистрации собственного туристического агентства. Тем более, что опыт восхождения у девушки уже есть, а недовольных походами с ней нет, и даже наоборот. Также я была очень-очень рада, удивлена, когда получила вот такой подарок. Это ручная работа. Семейная пара, которая ездила с нами в поход, они во время восхождения, то есть когда мы уже поднялись на самую гору, а когда поднимаешься в гору, нести каждый грамм трудно, вот лишний. А они подняли вот эту целую дощечку с собой на гору и вручили мне прямо на вершине. И тут сзади вот написано «Трип на горы Хандаги, Джалла Хабиббин». И все же впечатление не обязательно искать за полярным кругом. Свои необычные развлечения есть и здесь, в столице республики. Ездовыми собаками сотрудники этнокомплекса Чочур-Мыран занимаются уже более 10 лет. Однако самой большой популярностью такой аттракцион начал пользоваться относительно недавно. Маршруты у нас основные – это на Шаман-дерево. Получается, мы едем с собачьими упряжками где-то примерно 14 километров туда и обратно, разумеется. Маршрут занимает примерно 2 часа. Чувствуется то, что люди хотят кататься, поэтому собак мы сейчас один и тоже тренируем для этого. Всего за время ограничительных мер поддержку в виде субсидий получили 21 предпринимателей, занимающихся туризмом. Теперь же не за горами новый туристический сезон, отступающая инфекция и множество желающих восполнить годовую самоизоляцию. Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В качестве мер поддержки отрасли Ростуризм предлагает в 2021 году уменьшить размер ежегодных отчислений в резервный фонд турпомощи до 1 рубля. Также в проекте отмечается, что ежегодный взнос туроператоров в фонд персональной ответственности за 2021 год составит 0,25% общей цены туристического продукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Ларису Минухову называют символом поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района. В свои 89 лет она регулярно выходит на улицу и на общественных началах чистит свое крыльцо и дарит жильцам своего дома улыбку, а иногда дает мудрые советы.
Бывает, сердце заболит. Оно имеет свой лимит. Но только глубже ты вздохнешь и снова в жизнь как в бой идешь. Это жизненный девиз Ларисы Минуховой. Когда ее спрашивают, зачем в ее возрасте в мороз, зимой выходить на улицы с метлой и веником, чистить двор, лучше бы полежать и отдохнуть, она отвечает: вы бежите в аптеку за лекарствами, а я вышла, взяла метлу, наклонилась, поднялась, повернулась. Вот уже упражнение сделала и чувствую, что живу. За неутомимое трудолюбие, инициативу и отзывчивость ее уважают все жители поселка. Молодцы, ребята, молодцы. Она нам и консультацию даст, любую, когда надо. И что ни спроси, все объяснит, все расскажет, все скажет. Вообще умница. Люди идут к ней даже просто поговорить, пообщаться или послушать мудрый совет. Люди ко мне подходят, со мной здороваются. Некоторые даже: дайте я вашу ручку поцелую. Понимаете, мне это даже до слез просто как-то неожиданно даже. Вот. Или обниму вас. И это говорят не только там, пожилые, взрослые люди, даже такие, возраста 30-40 лет даже такие. В позапрошлом году Лариса Викторовна убирала парк. Потом, увидев, как она, выходя во двор, берет веник или метлу и убирает крыльцо, ей предложили поработать в ЖЭКе. Двор, который она убирала, стал образцовым. Да и она сама является примером для потомков. Глядя на нее, правнук вместе с друзьями помогает прабабушке и считает, что на старшее поколение нужно равняться. Каждый хочет сделать многое, но не получается, потому что они не слушают совет старших. Вам говорят, они просто берут и плюют на это все. Но каждый должен прислушиваться к советам старших и говорить, что егошняя бабушка или дедушка, что он гордится ими, как я горжусь своей. Начав свою карьеру в 1956 году в должности инженера горсовета и всю жизнь занимая руководящие должности, теперь, когда ее трудовая деятельность завершена, Лариса Викторовна не может остановиться. Мало того, что я инженер-строитель, меня, говорит, спрашивают: а как вы, чего, да что, вот вы это убираете, вы ходите, ведь устаете. Я говорю: во мне, арматура советского производства. И все. А возможно, это семейное. Кроме Ларисы, в семье росли еще 2 брата. Отец был кадровым офицером, прошел 2 войны, награжден орденом Красной Звезды за Финскую войну. Поэтому характер боевого офицера и дал отпечаток на воспитании дочери. Сегодня семья Ларисы Викторовны большая и дружная. Уже выросли сын, дочь и 6 внуков. Радуют свою прабабушку 5 правнуков. Ей посчастливилось даже стать прапрабабушкой. До сих пор, невзирая на возраст, ее привлекают к общественным работам. Она всегда готова помочь, дать совет, поучаствовать в жизни поселка и города. Лариса Минухова всегда работала с душой и до сих пор продолжает отдавать любимому поселку свои силы и заботу о его жителях. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Москве прошла премьера якутского фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Картина выходит в полномасштабный российский прокат. Ее увидят в 80 городах страны. На показе в столице полный зал, знаменитые кинодеятели среди зрителей и непередаваемые эмоции после показа. На премьере побывал Максим Кардозу. Дмитрий Федоров на московскую премьеру «Пугало» специально приехал из подмосковного городка Жуковский. Посмотреть на картину победителя кинотавра 2020 года он мечтал уже несколько месяцев. И когда узнал о начале показов, твердо решил ехать. Говорят, что появилась так называемая новая волна якутского кинематографа. Вот, наверное, может быть, Дмитрий Давыдов будет выступать как Франсуа Трюфо или Годар с новой французской волной, а теперь появится новая якутская волна. Очень стало интересно посмотреть на быт, интересно посмотреть на иллюзорность того мира, да, то есть чем отличается от нашего современного. Зрители смогли оценить не только фильм, но и перформанс от Валентины Романовой. Исполнительница главной роли на расхват. Эти несколько дней в Москве у нее расписаны по минутам. Впереди многочисленные интервью. Журналистам актриса рассказывает, как проходили съемки и как впервые увидела себя на экране.
Я вообще-то не люблю себя со стороны смотреть и слушать себя вообще. Ну, я посмотрела в кинотавре, ну, ничего, оказывается. Ну, ничего себе, детка. Валентина кокетливо скромничает. Ее дебютная работа в кино просто поражает зрителей. Самое сильное впечатление от игры актрисы, конечно, просто невероятное. Потому что, это очень сложный образ, очень сложно было его воплотить в жизнь, мне кажется. Поэтому актриса просто феноменальная, это большая находка. «Пугало» выходит в полноценный российский прокат. Картину увидят жители 80 городов страны, и к ней есть интерес. Билеты на московскую премьеру фильма «Пугало» были буквально моментально проданы за один день. И с учетом особых условий пандемии, заполняемость зала должна быть всего лишь 50%. Здесь сейчас находится 800 человек. Представлял фильм на премьере главный кинокритик страны Антон Долин. Я смотрел предыдущие два фильма Дмитрия Давыдова, и «Костер на ветру» мне очень понравился, и мне показалось, что «Нет Бога, кроме меня» тоже очень сильная, очень неординарная, зрелая, уже серьезная работа. То есть я видел, что режиссер развивается, что он двигается вперед. И вы знаете, даже какие-то образы, которые я увидел в первых роликах, первые кадры, когда появились, они уже какое-то завораживающее производили впечатление. Поддержать съемочную группу пришел и влиятельнейший продюсер России Александр Роднянский. И то обстоятельство, что кино, сделанное в Якутии, людьми, которые там живут, сумело отразить жизнь людей, ее населяющих, вот это и является его уникальным преимуществом. Картина «Пугало» будет идти в прокате в течение месяца. Причем на этом авторы фильма останавливаться не намерены. У нас сейчас начинается этап участия в зарубежных фестивалях. Это ориентировочно весна, лето, осень. Конечно, там будет ряд кинофестивалей. Сейчас сложно, потому что каждый фестиваль меняет дату, либо что-то переносит. Поэтому, конечно, вот все это в рабочем порядке сейчас происходит. Кстати, Дмитрий Давыдов уже завершил съемки нового фильма «Эдерсас». Это будет музыкальная драма. Также параллельно он работает еще над 2 проектами. Так что можно ждать новых прорывов якутского кино. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. В столице республики также прошел премьерный показ картины, правда, пока закрытый для журналистов. А в массовый прокат для всех желающих фильм выйдет в столичных кинотеатрах, начиная с 25 февраля. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.